Наступил первый зимний месяц – декабрь. За серые бессолнечные дни его в народном календаре «хмурень» прозвали, а за наступившие морозы – «студнем» именовали. Вот и жители села Метели Дуванского района приходу зимы радуются. На горках катаются, да на санях развлекаются. Декабрьские морозы стужу ворожат, возле печи погреться велят. А вот название наше Метели, откуда оно произошло? Ну, произошло оно от башкирского слова «меселя», «мечетля», еще точнее сказать. Оно образовалось опять вот этой речки, которая вот впадает в Вай. Это метелка какая-то, да? Мы русские называют ее потом метелкой. Да и само-то слово тоже переиначили на русское метели. Ведь не метели, учтите, а именно Метели. метели. А вот здесь, Саша, я, знаете, другую знаю историю про название Метели. Я вот слышала от своей бабушки, что Екатерина II ехала на стекольный завод. И поднялась сильная метель, она сбилась с пути. И она, когда проезжала, говорила: ну и метели здесь. И вот отсюда дали это якобы название Метели. Вы слышали такое? Ну, я не слышал, но это вполне могло быть. Идемте, я вам сейчас что-то покажу. Старинное. Больше 2 веков на этой земле люди живут. Хозяйством занимаются, старинные ремесла не забывают, да традиции местные почитают. Вот этому станку 200 лет. На нем работала прабабушка, бабушка, свекровь. У них поистине были золотые руки. Вот посмотрите, вышито, соткано полотенце. Но сейчас мы, конечно, занимаемся любительским тканьем, все фабричное, но все равно это очень-очень интересно. Я сама научилась ткать, мне было уже более 50 лет. Простые половики вот выткала и ковровую вот дорожку. И до сих пор в селе дома стародавние стоят. Тайну этих мест хранят. В нашем селе таких домов полным-полно еще, что династия Томиловых строила, династия Пастуховых строила дома, и они до сих пор стоят. Им, конечно, более 150 лет уже. Многие дома рубили в нашем селе прямо на месте, потому что здесь был лес, и этот лес рубили, и тут на месте ставили. В этом здании в прошлые века волость находилась. На первом этаже лошади стояли, а наверху постояльцы отдыхали. А сейчас в этом доме сельский клуб размещается. И, как положено, местная культура здесь располагается. В этом доме комната одна потаенная находится. Каталажкой она именуется. Стены в ней из корабельных сосен сложены, да на окне витая решетка с крючками стоит. Никому не удавалось сбежать из этой страшной комнаты, старый народ говорит. На стенах надписи на старославянском языке сохраняются. Их все краской замазать стараются, да слова все равно проявляются. Видно, чтобы в памяти народной эти имена остались и никогда не забывались. 4 декабря метелинцы по народному календарю Введение празднуют. Введение пришло, зиму привело. Однако введенская погода из года в год гуляет. И морозы в этот день бывают, и оттепели землю не покидают. Но сельчане не унывают, и веселые зимние ярмарки открывают. Удалой молодец, стало на двор лошадей покормить, дома деревню гульбой удивить. Красной рубашки кудрявый румян вышел на улицу весел и пьян, собрал он девок красавиц
молодец, сочет, девичья мясо, придорите видна, девичья песня за речкой слышна. В метелях умелые мастерицы живут. Дома они своими руками украшают, на ярмарку свои поделки доставляют и всех сельчан своим талантом умиляют. Вот раскроем бабушкин сундук. Что у нас есть? Тканые полотенца, вышитые, сроченые, вязаные. Все то, что бабушка сделала. И мы сразу представляем образ бабушки. Такой терпеливой, работящей, все прощающей, любящей. Все она могла и все умела делать. Вот таким человеком у нас в селе является Вера Ильинична, которая и бабушка, и прабабушка. Но самое главное, она великая мастерица. Что она делает своими руками? Она может все. Она умеет прядь, ткать, вязать, шить, вышивать, плести. Творит красоту, творит доброту, значит. Строчить и вышивать я научилась с детства, с раннего. Строчила, вот я заработала деньги, купила себе материал на пальто. Папка мне его сшил, он был портной у меня. Сшил пальто, я в этом пальто поехала учиться. Никакое приданое я не готовила, некогда было. Кончила институт, работать сюда, приехала в Метели. В доме прекрасно, все вышито, срочено, так, вот, как в музее. В этот день, как и в старые времена, в селе обряд катания молодых проводится. Молодоженам большое внимание и почет от всех жителей отводится. Вам тоже? Покупайте, посмотрите, какая шаль красивая, давайте покупайте, бесплатно отдаю. Ну что это, давайте бесплатно, ну посмотрите, какая шаль. И пироги румяные, горячие, жару, Ну давай. покупайте. Ярмарка на селе – дело ответственное. К ней тщательно хозяйки собираются. На продажу молочко готовят и с ним на базар отправляются. Матушка, козочка, белочка, стой, подаю я тебе молочко. Хорошее, вкусное, полезное, питательное. Даже как грудное молоко матери для скармливания деточек маленьких годится. А еще можно этим молочком даже
И вместо крема пользоваться лицо, вот тампончик, намочишь этим молочком козьим, а потом протерешь лицо. И вот так, один раз я так вот, не один раз начала, помазала, попробовала, и все стянуло кожу. И сразу лицо, кожа делается моложе. Вот, видите, какая я стала молодая. И глазки можно закапать капельками. Все очищается. Вот такое оно молоко. А сколько из этого козьего молока-то получаешь? И творожок питательный, вкусненький, и сметанка. Вот. Так что пейте парное молоко. Будете здоровы. Вот так жители села Метели Дуванского района зиму весело встречают, введение отмечают, да на ярмарках шумно гуляют. Пельмень, частушка, пельмень продается горячий. Кто смелый? Кто смелый? Ребята, меня падает. Пастуши, хай будут.